Добрый вечер, это Якутия-24, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. COVID-19, каковы темпы вакцинации по республике, какие районы в лидерах. Обращение Илдархана. Айсен Николаев выступит с обращением к якутянам по поводу эпидемиологической ситуации сразу после нашего выпуска. Рубрика «Будни врача». В очередном сюжете о непростых буднях медработников про труд врача-эпидемиолога. Летний досуг. Чем занять и куда устроить ребенка на каникулах в период действующих ограничений. В селе Барагонцы Усть-Алданского улуса установили первую сваю квартальной угольной котельной «Восток-1». Объект будет сдан в эксплуатацию уже осенью этого года. К нему подключат социальные объекты и жилые дома. Местных жителей с этим событием поздравил Айсен Николаев, который побывал сегодня в Усть-Алданском районе с рабочей командировкой. Кроме того, глава республики проверил ход строительства нового здания школы на 450 мест. Также универсального комплекса спортивных единоборств. Осмотрел стадион, место строительства с трибуной на 1000 мест, также многофункциональный оздоровительный спортивный комплекс и культурный центр Тойон-Мюрю. Затем Айсен Николаев провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 8-х спортивных игр народов в Якутии, который пройдет в Усть-Алданском улусе. И вот что глава отметил по итогам встречи с жителями. В целом хочу отметить очень позитивные изменения в районе, в самих Барагонцах. Видно, что население очень ждет игры, и не только ждет, но и активно участвует во всех мероприятиях, в озеленении, в субботнике, разборке старых зданий. К сожалению, были вопросы по финансированию из-за не очень правильного планирования бюджета. Сейчас образовался дефицит порядка 400 миллионов по строительству крупных спортивных объектов, таких как стадион, крупный многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс. Сегодня мы рассмотрели этот вопрос на совещании, и решения все приняты. Недавно правительство республики получило грант от правительства Российской Федерации в размере 285 миллионов за хорошую работу по исполнению национальных проектов и за достигнутые результаты по социально-экономическому развитию республики в 2020 году. И эту сумму, 285 миллионов, я сегодня поручил полностью уже в июле месяце направить как раз на строительство спортивных объектов здесь, в Барагонцах. В Якутии медицинским работникам в преддверии профессионального праздника вручили государственные награды. Почетные звания, грамоты, главы, знаки отличия, ордена, а также госпремии в торжественной обстановке присвоили 23 работникам системы здравоохранения. Сегодня свыше 20 тысяч человек в республике круглосуточно работают в сфере здравоохранения во благо здоровья населения. Напомним, День медицинского работника по традиции отмечают в 3-е воскресенье июня. В эту дату чествуют всех, кто по зову сердца связал свою судьбу с благородной профессией медика. Сегодня я получаю очень высокую награду «Заслуженный врач Республики Саха-Якутия». Я благодарна всей душой своему руководству Министерства здравоохранения Елене Фраймовне, руководству нашей республики Айсену Сергеевичу за поддержку нашей онкологической службы. И хочу поздравить всех медицинских работников, всех с высокими наградами. Это очень ценно, потому что медики, особенные люди, они умеют ценить жизнь, каждый день сталкиваются с болью, с отчаянием. И на протяжении многих лет понимаешь очень многое в этой жизни. 91 новый случай заражения коронавирусом выявили в Якутии за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб. 57 из них заболели в столице, 6 в Мегинакангаласском улусе, 5 в Амгинском, по 4 в Алданском и Вилюйском. 3 заразились ковидом в Намском и Аймяконском районах. За последний день 2800 исследований на коронавирус провели лаборатории региона. В Якутии активно продолжается вакцинация населения. По темпам среди районов республики за сутки лидирует Хангаласский район. Всего по данным оперативного штаба Якутии на 17 июня в республику за сутки вакцинацию получили
5764 человека. В столице вакцинированы за день 2717 граждан. Из улусов с большим отрывом лидирует Хангаласский улус. Там получили прививку от коронавируса 816 человек. На втором месте идет Мегино-Кангаласский улус. Там 339 вакцинированных. На третьем месте Вилюйский улус 233 человека. Меньше всех за сутки вакцинировано в Булунском и Сунтарском районах по 4 человека. А в Ленском районе растет число заболевших коронавирусом. Статистика не утешает. Заболевшие в разных предприятиях, отраслях. Коронавирус распространяется быстро, поэтому ситуация очень сложная. Об этом заявили в оперштабе района. Все подробности у нашего корреспондента. Марина Федорова попала в инфекционное отделение 4 июня. За несколько дней до этого женщина почувствовала недомогание. Первая мысль, которая пришла в голову – заболела ангиной. Записалась на прием к терапевту, но врач направил Марину Семеновну в отделение. Я тяжело переводила, да. Температура была, горло болело. Ну, выкарабкалась, да. Марина, как и многие из ленчан, не была привита. На вопрос «почему?» отвечает, что не дошло до этого. Не думаю, что ковид коснется ее. Но сегодня, после сложной болезни, советуют всем поставить прививку. Ведь от нее зависит жизнь каждого из нас. А вот Сергей Дупенко заболел после первой вакцины. Мужчина не успел поставить вторую, после которой и формируется иммунитет. Болезнь перенес тоже сложно. Я бы, может, и не прошел бы. Я сестре позвонил, говорю, у меня температура почему-то держится второй день. Она говорит, все, иди сдавайся лучше. Береженого Бог бережет. В инфекционном отделении Сергей находился 2 недели. В день нашей съемки его выписали. Сегодня в Ленском районе 38 заболевших. Месяц назад их было 28. За половину текущего месяца 2 летальных исхода. В инфекционное отделение ежедневно госпитализируется по 1-2 человека. К нам поступают только у которых начинается осложнение в виде пневмонии. И быстрее развивается дыхательная недостаточность, легкие быстрее повреждаются. Немного даже и молодых болеют сейчас. Естественно, и старшая группа. Возраст совершенно различный. Инфекция стала протекать намного тяжелее. Единственным способом побороть инфекцию является вакцинация. Врачи и оперштаб района призывают ленчан активно вакцинироваться. Ведь только так можно сохранить свое здоровье и здоровье своих близких. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Эпидобстановка обостряется и в Нерюнгринском районе. Если на минувшей неделе там регистрировалось от 3 до 4 случаев в день, то на этой неделе это уже от 6 случаев и выше. 70% из них – это люди трудоспособного возраста от 30 до 40 лет. В связи с ростом заболеваемости оперативным штабом района продлены ограничительные меры на проведение всех массовых мероприятий до 25 июня. С нашей стороны также продолжается обеспечение контроля за выполнением, соблюдением противоэпидмероприятий, включающих в себя ношение масок, соблюдение дистанции, использование на объектах с массовым посещением людей устройств по обеззараживанию воздушной среды. И, конечно же, наиболее эффективной мерой профилактики для любой воздушно-капельной инфекции остается вакцинация. В период пандемии во многих учреждениях здравоохранения усилена система контроля соблюдения мер безопасности. Это не только ношение средств индивидуальной защиты, но и контроль проведения дезинфекции. Сегодня вся эта работа возложена на врачей-эпидемиологов. Именно благодаря им сегодня эту коварную болезнь врачи держат на контроле. Далее в рубрике «Будни врача» мы расскажем о нелегкой работе врача-эпидемиолога. Сейчас мы находимся в акушерском инфекционном отделении перинатального центра ЕРКБ. Это чистая зона. Наш персонал проходит в красную зону через санпропускник. И вот уже за этими перегородками лежат наши пациентки с COVID-19. Мария Васильева – молодой специалист. Вот уже на протяжении 3 лет она работает эпидемиологом Якутской республиканской клинической больницы. По словам Марии, о профессии врача она мечтала с детства. Я с детства мечтала стать врачом. Это никак не связано с моей семьей. То есть у меня нету династии врачей, допустим. У меня просто был с детства порыв стать врачом. Помогать людям, быть полезной обществу. Будучи школьницей, она расписала свою так называемую дорожную карту. Так, сразу после окончания школы она поехала поступать в город Санкт-Петербург. Я училась в городе Санкт-Петербурге
в Северо-Западном государственном медицинском университете имени Мечникова. И после 6 лет обучения я еще окончила интернатуру по эпидемиологии. В целом обучение продолжалось 7 лет. Окончила я в 2017 году. После окончания университета молодой специалист сразу же приехала работать в родной Якутск. Найти работу, по словам Марии, было несложно. Вообще врачам-эпидемиологам, так как мы являемся общебольничным медицинским персоналом, нас в больнице мало. То есть в нашем отделе всего 3 врача. И такой конкуренции какой-то нет. Сегодня Мария из простого врача-эпидемиолога выросла до заведующего отделения. Именно благодаря ее упорной работе держится в чистоте и на контроле ситуация с эпидемией коронавируса в филиалах и в отделениях Якутской республиканской клинической больницы. Главной целью работы эпидемиолога является соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в нашей медицинской организации. Мы делаем так, чтобы ни пациенты, ни наши сотрудники не переживали о том, что может возникнуть какое-то инфекционное заболевание, и прилагаем все усилия для того, чтобы оно, если уже возникло, не распространялось. Работа эпидемиолога как основного врача – это тоже ответственная должность. Они каждый день делают обход, проверяют персонал, рабочие места. Помимо этого, обучают своих коллег новым знаниям. Мы знакомим наших сотрудников с санитарным законодательством, со всеми правилами и нормами по Санпин. А также проводим обучение персонала. Как раз на следующей неделе у нас ожидается большой зачет. Он проходит в форме индивидуальной беседы, ситуационных задач. И это отличная возможность отследить качество усвоенного материала. Таким образом, сегодня значимость врача-эпидемиолога в системе здравоохранения большая. Именно благодаря их работе сегодня пандемия коронавируса держится в регионе на контроле. Дмитрий Тымыров, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Переходим к другим темам. Министерство труда Якутии ответило на новости об отмене северных коэффициентов и льгот. Глава ведомства Елена Волкова заявила следующее. В Якутии не будет снижения или сокращения северных льгот, в частности, сохранятся на действующем уровне размеры районных коэффициентов и северных надбавок, предоставление более длинных отпусков, оплаты проезда 1 раз в 2 года, отметила министр труда республики. В агротехнологическом университете столицы открывают новое направление. Уже со следующего года на базе 9 класса студенты начнут обучаться по специальности «Поварское и кондитерское дело». Всего выделено 25-30 мест. Выпускники нового направления после 4 лет обучения могут работать в ведущих ресторанах и кафетериях столицы. Отметили, что большая часть обучения будет состоять из практики. Студенты будут работать в предприятиях общепита, что поможет им трудоустроиться в определенные места сразу после окончания обучения. Кроме этого, с прошлого года в университете проходит набор по нескольким направлениям. Это электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и информационные технологии и программирование. Безусловно, ассоциация будет сотрудничать с колледжем, принимать активное участие в подготовке кадров, предоставлять рабочие места, ну и, безусловно, брать на практику, проходить определенные мероприятия, мастер-классы для наших студентов, поскольку у нас активно наши шеф-повара обучают. Мы привозим других из регионов, других шеф-поваров, чтобы они показали мастер-классы для студентов. С наступлением лета все больше родителей задумываются о летней занятости своих детей, а в период пандемии этот вопрос стал одним из наиболее актуальных. О том, чем занять ребенка в период действующих ограничений в этом летнем сезоне, в сюжете Петра Васильева. Братья Иваненко уже на протяжении многих лет занимаются в секции самбо и дзюдо под руководством опытного тренера Фархата Садыкова. Не исключением стал и летний сезон этого года. Когда встал вопрос о том, чем заниматься на летних каникулах, ребята единогласно решили посвятить себя спорту. Такая самоотдача дает видимые результаты. Чемпионы республики все трое. Да, международные, всероссийские турниры различные, дальневосточные. Приезжаем, боремся. Сбор различные. Пол России уже объездили. Какие планы на будущее? Связаться с спортом, постараться сейчас в ближайшее время попасть в сборную России по юниорам, потом уже по взрослым, по мужчинам. Спортивные кружки и секции в Якутии летом продолжат свою работу с соблюдением всех необходимых мер безопасности.
Как рассказали в региональном Минспорта, детям доступны различные секции единоборств, национальных видов спорта, оздоровительные занятия на открытом воздухе, а также спортивные занятия на стадионах. Мои дети, которые у нас в центре тренируются, их в порядке 300 детей на данный момент. Упор мы берем, чтобы дети не сидели в своих гаджетах. Тогда они уже начнут думать совсем о другом. Побольше читаем книги, и после этого уже дети начинают привлекаться к спорту. Многие дети проведут это лето в оздоровительных лагерях, а кто-то поедет в деревню отдыхать к родственникам. Но есть и те, кто по тем или иным причинам проведет это лето дома. Из-за эпидограничений большая часть образовательных программ в Якутии пройдет в режиме онлайн. Так, например, в столичном дворце детского творчества таких программ запланировано порядка 10. По всей Якутии в первую смену начнут работать около 300 лагерей. Из них 253 лагеря дневного пребывания, 26 стационарные загородные и 17 лагеря труда и отдыха. В региональном Роспотребнадзоре подчеркнули, что к работе в них допускаются педагоги, прошедшие медосмотр, вакцинацию согласно календарю прививок, а также гигиеническое обучение и аттестацию. В каждом лагере сокращена наполняемость групп и отрядов до 75%. В таком случае обеспечивается социальная дистанция в 1,5 метра. Актуальным остается и отдых в детских лагерях за пределами республики. Для этих целей на российских ЖД и аэровокзалах откроются так называемые «зеленые коридоры для детей», которые будут направляться на летний отдых. Традиционно наиболее популярными направлениями остаются Сочи, Адлер, Геленджик и Владивосток. Напомним, что отдых по путевкам в этом году будет приятным не только для детей, но и не ударит по карману родителям. На программу туристического кэшбэка по этому направлению выделили 4,5 миллиарда рублей. Программа распространяется на путевки, действующие в период с 10 мая по 20 сентября. При этом сама путевка может быть куплена до обозначенного срока. Таким образом, после сложного пандемийного года это станет для детей отличной возможностью укрепить здоровье, получить много впечатлений и найти новых друзей. Петр Васильев, Александр Нестеров, Семен Семенов, Якутск. Сегодня, в день рождения якутской легенды классической музыки Галины Кривошапко, состоялось закрытие 10-го юбилейного сезона Якутской филармонии. В сопровождении Государственного симфонического оркестра «Симфоника Арктика» под управлением Натальи Базалевой выступили молодые талантливые солисты. Антон Брагин на виолончели, Наталья Соломонова арфа, Павел Ляхов кларнет, Владимир Васильев валторн. В концерте прозвучали произведения Моцарта, Чайковского, Паганини, Штрауса. Также в преддверии национального праздника СЭХ оркестр исполнил фантазию на якутские темы Юрия Степанова и приветственную увертюру Николая Берестова, партитуру которой автор посвятил Галине Кривошапко. Концерт называется «Легенда Next Generation 21 век», потому что на сцене продолжатели дела Галины Михайловны, музыканты, молодые солисты, которые представят свое искусство вместе с симфоническим оркестром. Сразу после нашего выпуска глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев выступит с обращением к жителям Якутии. Обращение будет транслироваться на телеканалах НВК Саха, Якутия-24, Радио Тати. Начало в 20 часов 20 минут по якутскому времени. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем канале, будьте всегда в курсе.